Участников турнира по одному вызывают на стартовую тумбу. Каждый из пловцов занимает свою позицию. Пожарники из регионов СК, ФО соревнуются в плавании в вольном стиле. 7 команд в мужской и женской категориях. После эффектного прыжка в воду спасатели устремились вперед вдоль водных дорожек. Им нужно преодолеть расстояние в 100 метров, двигаясь от одного борта бассейна к другому по 2 раза. Соревнования не только на скорость, но и на выносливость. Артур Саламов в первый раз участвует в подобном турнире. Смог проплыть 100-метровку за 1 минуту 20 секунд. Место пока еще не знаю, но думаю не в призах, потому что здесь есть такие более профессиональные пловцы, которые по минуте проплыли. Ну, в принципе, для первого раза. Да, я улучшил. Это мой личный рекорд, на самом деле. Минута 24 никогда не плавал. Очень понравилось, очень хорошо организовано, дружественная обстановка. Очень красиво, в высокогорной местности. Вот такой бассейн, даже очень удивились, как здесь так все организовали, очень хорошо. На территории Кавказа подобные соревнования проходят не первый год. Был небольшой перерыв в 2020 и 2021 годах из-за неблагополучной эпидситуации в стране. Эти турниры способствуют совершенствованию физической подготовки пожарных, которые и так ежедневно рискуют своей жизнью, спасая чужую. Цель данных соревнований – это популяризация развития водного вида спорта, хорошая прерогатива для спасателей, спасательного ведомства, как профессионального, одного из профессиональных видов спорта. Ингушские спасатели впервые решили принять участие в водном состязании. По итогу турнира первое место получила команда из Ставрополя. Ингушетия заняла 4-е место. Мы выступили средне, есть к чему стремиться, но тем не менее я считаю, что это достойный результат с учетом того, что наша республика не является объектом, субъектом, на котором находятся крупные объекты водоохранной зоны. На региональных соревнованиях разыграли призы во всех возрастных категориях. Победители наградили медалями и грамотами. Адам Гулоев, Мухаммед Белакиев, Новости 24.